Всем еще раз доброе-предоброе утро. У нас сейчас гость, наверное, не связан немножко с нашей темой. Это не по теме братьев наших меньших, но личность творческая. В гостях у нас Тимофей Крохолев, никнейм его произносится Нетелейс. Это начинающий исполнитель. Нетелейс. Очень интересно сейчас это прозвучало, прям так фирменно. Тимофей, давайте начнем разговаривать о вашем творчестве. Почему именно музыка? Музыка, потому что она меня вдохновляет. Музыка — это как магия, это как жизнь просто, понимаете? Музыка — это что-то невообразимое. Когда нечем заняться, я вот не играю в компьютерные игры, что-то еще. Музыка просто переполняет меня. Музыка изменила вашу жизнь, внесла какой-то вклад. Расскажите нам эту историю. Ну, конечно, пользы нету, никаких плодов пока нету, но я решил вот заняться музыкой, потому что музыка — это то, что я умею. А что вы подразумеваете под плодами и пользами? Я думаю, если вы занимаетесь творчеством, и оно доставляет удовольствие, это уже польза. Да, это польза, абсолютно согласен. Но я имел в виду в финансовом плане. Ага, Ну, все в будущем будет. То есть вы занимаетесь этим для того, чтобы это приносило вам деньги, это было именно вашей работой? Ну вот я начал, да. Я обходил полгорода, всем ставил музыку, и мне все сказали, что я звезда, приходите на телевидение. Я вот их послушал, их мнение, и сказал, хорошо, я приду, и вот я здесь. Ну, это достаточно хорошо, я думаю, раз уж вы обошли полгорода, и вам сказали такие комментарии. А в каком направлении вы двигаетесь? Рэп SoundCloud, то есть небесная музыка. Небесная музыка звучит достаточно многообещающе. Да, можно друзья? поподробнее Да, о небесной музыке? Ну, то есть, как вот, это не танцы, это не что-то клубное, это что-то расслабляющее, знаете, для души. Это похоже на джаз или, может быть, на Нет, классику. это рэп. Ну, просто для человека, Рэп который спокойный. Рэп Рэп спокойный, А да. вот то, что небесная музыка, это уже было такое название, или вы сами его Нет, дали? SoundCloud есть такое название. А вот когда вы пишете различные тексты, накладываете, ну, пишете музыку, вы все занимаетесь, все это делаете сами? Знаете, у меня такое ощущение, что в меня кто-то вселяется, и процесс сам идет. А так обычно, как бы вам объяснить, вот делают же, например, как его называется, этот, как его, салат, например, оливье, собирают всякие эти ингредиенты, и потом готовый салат. Также я собираю музыку, ингредиенты, и готов продукт. Ну, вселяется это достаточно страшно. Главное, чтобы в нас не вселилось. Ничего не Мы, друзья, переживайте. продолжаем. Тематика моего альбома Нирвана. Нирвана — это значит состояние блаженства, то есть высота. Другими словами, если по-христиански, то это рай. А почему именно такая тематика? Ну, потому что я стремлюсь к нирване, я стремлюсь к отрешенности от этого мира и считаю, что нирвана — это чего я хочу достичь. То есть это как-то связано с вашей жизненной позицией? Да. Поговорим о вдохновении. Мне очень интересно послушать музыку данного человека. Мне очень хотелось бы послушать песни, текст. Откуда вы берете вдохновение? Как оно Кроме того, что у вас Вдохновение, как вселяется. капризная девушка. Знаете, как волну поймать, ой, как молнию поймать в бутылку. Знаете, очень сложно поймать вдохновение. Ну, мы не пробовали ловить молнию в бутылку, поэтому, наверное, да, это очень сложно. Да, это очень сложно, во-первых. А во-вторых, как капризная девушка. То приходит муза, то не приходит муза, знаете? Вот так вот. Ну, видимо, с капризными девушками есть хороший опыт, раз уж такое сравнение. Давайте поговорим немножко о вашей личной жизни. Женаты? Нет, мне 23, я свободен, у меня нет девушки. Такая мини-реклама. Это была мини-реклама. Это даже не мини-реклама, это была вполне себе достойная реклама. Так что нападаем. Тимофей под никнеймом Нетелейс. Кстати, Нетелейс — это означает та личность, которой я хочу достичь успеха и быть финансово независимым. Вот что означает Нетелейс. То есть я сам слово придумал, в Гугле нигде нету. То есть это не откуда-то взято, это, то есть лично я сам придумал слово, также оттуда с небес пришло это название. Просто неожиданно пришло и все? Да, просто неожиданно пришло название. Музыкой я занимаюсь с 2009 года, а рэп-текстом в 2016 году. Потом я 2 года работал, потом меня уволили с работы. Я работал в кинотеатрах, это конфиденциальная информация, не буду продолжать. На всю И страну. потом я записывался на библиотеке Records. Все рассказали, конфиденциальную информацию. А вот у меня такой вопрос. Вы написали свой первый альбом недавно или уже до этого были альбомы? До этого у меня была куча библиотеки, как его, где-то песен 1000, наверное. И я выбрал самое лучшее и написал слова и музыку. Хорошо, ВКонтакте есть.
Ага. Я оставлял контакт и ссылку вашему администратору. Не администратору, а работнику. Редактору. Редактору, да. Давайте поговорим о стиле музыки. Это рэп лиричный или рэп такой более грубый? Какой Это рэп, под который можно расслабиться просто. Мгм. То есть весь альбом, он вот именно в таком стиле написан. Да, вот чисто чтобы расслабиться, вот подумать о чем-то, о внеземном, знаете, как вот что-то необычное, знаете, если А вот проникнуться. именно такой стиль, потому что это нравится вам или потому что это востребовано сейчас на рынке рэпа? Вообще, изначально я писал музыку для себя. Потом людям стало нравиться, и я решил, почему бы и нет, почему бы не попробовать. А людям стало нравиться это, начиная с ваших друзей и так далее. С моих друзей, конечно, и, как я говорил уже ранее, полгорода я обошел, и все сказали: во, иди на телевидение. А полгорода вот тогда это кто вот входит в эти? Ну, я обычно к девушкам подходил и сказал: добрый день, я начинающий композитор, можете послушать песню? Он говорит: почему бы и нет? То есть вы просто вышли на улицу, увидели незнакомую девушку, подходили к ней, ставили свою песню и слушали комментарии. Да. И мне сказали: во, тебе надо на телевидение, вот по их совету. И, кстати, когда меня вез таксист, вчера заключая контракт, он меня заснял на видео, что я пою. Значит, все-таки есть ценители и мужчины, не только Да. девушки. Мужчины тоже говорят: молодец, старайся, все хорошо, все супер, е-е-е. А вот мне интересно, если бы вам не сказали, что вы звезда и вам нужно телевидение, вы бы решились прийти на МТС? Нет, я бы не решился прийти, мне просто вдохновил город. Вот я весь город обошел, сердце Кыргызстана вдохновило меня. Я вас люблю, Бишкек. То есть Как это вам, было любвеобильно. Спасибо. вам обязательно нужна поддержка людей, и если ее нету, вы не делаете что-то. Не, ну я делаю только для себя. Если кому-то это нужно, то я готов раскрепощиться и сделать альбом. Я, кстати, второй альбом Нирвана делаю 2. Вот сейчас в библиотеке Рекорд сводится альбом. Скоро выходит. У меня есть дизайнер специальный, который нарисует обложку. И вот, кстати, обложку можете показать? Ну, Мгм. сейчас К прям у нас сожалению, ее сейчас нету не на могу. руках, поэтому мы не можем показать. Я думаю, после нашего эфира. А, У нас, говорят, наш редактор, есть обложка, вот она вот та она, самая. пожалуйста. Давайте я вам расскажите о объясню, ней, да. объясню. Мы хотим Вот послушать. видите шрамы на руках там? Я сломал руки. Получается, внизу человечек, это я. А вверх это душа, и она стремится к нирване. Мгм. А вот была- это желтое, это, я так понимаю, душа. Да, это душа моя. А, А почему вот желтого дымчатое. цвета? Мне Ну это интересно. как его, это не дымчатое, это облака. Это моя душа, она истрепанная, получается, множественного опыта в жизни. Мгм. И вот. Визуализация, как проходила своей души и вот этого человечка, который внизу, мне интересно. Это просто возникла идея у меня, что я вот как человек и как душа, я стремлюсь к нирване, что я достиг много успеха. Я вообще веду духовный путь, и поэтому я выбрал нирвану. Вот на обложке еще изображено лицо человека. Что означает, и какие эмоции он испытывает? Этот человек стремится к успеху. Во второй обложке будет человек уже тот, который достиг успеха. Мгм. Говоря о нирване, какое это состояние? Вот мне, допустим, человеку, который об этом ничего не знает, очень интересно узнать. Как вы Это к этому состояние приходите? отрешенности от материального мира, блаженства. Ну, Но это же немножко парадоксально, то, что вы говорите, вы пишете музыку для того, чтобы зарабатывать деньги, но вы говорите то, что это отрешенность от материального. Как вот состыковать эти две вещи? Это хороший вопрос, но можно совместить это. Как? Жить материальным миром и духовным миром. Больше духовным миром жить, ну и материальным тоже. А когда материальным, а когда духовным? Это можно совмещать, как Папа Карло. Интересное сравнение. Ну хорошо, вы начали уже о своих творческих планах, то, что планируется второй альбом. А что помимо этого? Возможно, вы планируете писать саундтреки какие-то или музыку для других людей, слова, песни. У вас есть те, кто приходят к вам и уже заказывают песню? Да, есть один человек, который заказал песню. Это конфиденциально. На свадьбу. Ну хорошо. На свадьбу. То Да. есть там должны быть слова какие-то про невесту, жениха Да. или только музыка? Музыка и слова тоже, по всей видимости. Очень интересно. Да, достаточно интересно. А в каких направлениях вы еще планируете двигаться или это только рэп? Я вот думал заняться попсой, если у меня с вокалом все хорошо получится, потому что в основном аудитория слушает попсу, и такую тоже, знаете, расслабляющую. Я не люблю
Я люблю что-то такое, знаете, расслабленное, потому что все мы устаем, все мы работаем постоянно, все в движении. И я тот человек, я хочу послушать музыку расслабленно. Ну вот, я знаю то, что сейчас на экранах появится ссылка на Верно. ваш контакт, там, где люди могут послушать вашу музыку и оценить. Я хочу поговорить о вашем стиле, о внешнем стиле. У вас есть стилист, я так понимаю, Нет, который это я занимается... сам. Ага. Почему? То есть как создавался этот образ? Может быть, вы хотите что-то креативное внести в шоу-бизнес? Знаете, я одеваюсь не как мода велит, я одеваюсь не как кто-то думает, я одеваюсь как мне удобно, как душа велит. Вот просто как создавая музыку, так и я набросился сегодня с утра, шел к вам пешком, с ветерком. То есть вы даже не готовились, как одеться на эфир? Ну, Набросили? добросил, да. Ага. Очень аккуратно набросили, в таком случае, друзья, я отмечу. Поговорим о музыке. Что мы сейчас услышим? Вы сейчас услышите трек «Молодость». Это трек о том, что мы молоды всегда, даже несмотря на возраст, что молодость всегда в нас внутри. То, что мы вырастаем, мы остаемся детьми внутри. Может быть и волками, но все равно детьми. Все мы детьми остаемся. Почему именно этот трек и как проходило написание песни? Песня я записал с Крипнумом у себя дома. Остальные треки я сам продюсировал, а вот мы с ним вместе вошли в творческое настроение. И так получилось, что мы вместе сделали, я слова написал, и получился хит. Ну, я думаю, мы узнали достаточно информации. Сейчас мы можем пригласить вас к микрофону. Ну, а пока я объявлю еще раз. Проходите, пожалуйста. В гостях у нас Тимофей Крохолев, никнейм Netless. Это начинающий исполнитель, и прямо сейчас он исполнит нам песню «Молодость». Внимание. Слышно? Ага, поехали. Молодость. Молодость. Душа творит чудеса, не тело. Магия проявляет себя умело. Жаль тех, кто проходит слепо, так и не увидев тут свет, йоу. Молодость бесподобна, благодать дарована. Моя нирвана с небес манна. Любим эту жизнь теперь, открылась та самая дверь. Благодать, синий момент, ты благословен. Мы молоды, это я и ты. И все мое твое, и твое мое. Мост между мирами не пугает. От табака и алкоголя Homo sapiens умирает. Свои годы повидал многое убойное. Времена войн, это беспокоит меня. В блаженстве играю, со всеми в прятки. По-прежнему тут ты в порядке. Может смерть состояние при переходе. В мир новый до нас не доходит. Любим эту жизнь теперь, открылась та самая дверь. Благодать, цени момент, ты благословен. Мы молоды, это я и ты. И все мое твое, и твое мое.